Початок номер 180. Ай, добрий Боже, завжди сонця бачить, твоєю ласка заховає греху, радір здихає, моє серце плаче, дай весілля, мне занести потеху, ты свету лазил на людскую службу, таки корыстный и таки приложи, обвышоши святым светом дружбу. Тебе хвалили, наилепший наш Боже. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z duchem Twoim. U sprawiedliwości zjawił się przed obliczem Twoim, Panie. Насычу się, коли откроется хвала Твоя. Подчас этой святой мши молюся за померлых Оляхнович, Франчишку и Марьяна, Садовский Миколай, а так само Лагун Роман у 5-й день после смерти просить, как добрый милосердный Пан пробачил им провины и принял супольность усих святых. Перепросим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласть эту наисвятейшую охвяру. Споведаймся Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, ушинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. нехай смилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вершинях Богу, а на землі покой, людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Тебя великой хвалы Твоей. Пане Боже, небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Раку Божий, Сыне Отца, яки вярешь на себе, грехи и свету, змилуйся над нами, яки вярешь на себе, грехи и свету. Прими моление наше, яки сядешь праворучайца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты
najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym uchwale, Ojca. Amen. Молимся. Боже, Ты блукаючим показывая светло Твоей правды, как яны могли вернуться на добрую дорогу. Да поможи усім християнам откинуть тое, что суперечить ихней веры, вимкнуться до того, до чего Ты их покликал, Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живи и владарить в едности Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Amen. Читання книги пророка Ісаї. Так каже Пан: «Подобно, як дощ і сніг падає з неба, і туди не вертається, а лікують землю і робить яє вродливою, і я народить, і приносить плен сєбіту, і хліб для того, хто єсть, так і слово моє, якое виходить з вуст моїх, не вернется до мене без плену, покуль не исполнить тое, что я хотел, и с поспехом не досягне того, дзеля чаго я послал его». Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану. Зерня упала на добрую землю и принесла плен. Зерня упала на добрую землю и принесла плен. Ты наливаешь землю и насыщаешь видотью, шудрое узбогачаешь. Божий поток наполненный водою, ты выращиваешь сбожья. Зерня упала на добрую землю и принесла плод. Вот так подразговаривая, напоение дорожный выровнал скивы, размягчил я дожжами, благословил я рослинность. Зерня упала на добрую землю и принесла плод. Ты умножаешь ласковостью своею, стежки твои струменяй стуком, струменишь на вашу пустыни, а узгорки подразъязваются радостью. Зерня упала на добрую землю и принесла плод. Луя промаются остатки, долины покрываются сбожьем, воскликают яны и спевают. Зерня упала на добрую землю и принесла плод. Читання послання святого апостола Павла до Римлянам. Брати, думаю, що терпіння теперішнього часу не годне той слави, яка повинна виявитися в нас. Тому що надія створення чекає відкриття синів Божих. Створення покорилося марності недоброохотно, але простому, хто покарав його. У надії, що і само створення визволено буде з неволі тління
или свободы хвалы детей Божьих. Мы ж ведаем, что все створения разом стогне и покутуя аж до теперішнього часу. І не тільки яно, але і ми самі, які маємо початок духа. І ми всяке стогнем, чекаючи усиновлення, викуплення тіла нашого. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Землі Боже слава сівить Христос, кожен, хто знає його буде жить навеки. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia według Macieja. У той день Иисус вышел с дому и сел каля мора. И собралось каля его множество народу, так что он вошел у човен и сел, а увесь народ стоял на березе и шмат говорил ему приповестях кажучи. Вось вышел сей вида сеять, и коли он сеял, одни зерня упали при дороге, и налетели птушки и поклевали их. Другие упали на каменистое место, где не было шмат хлебы, и одразу проросли, бо земля была неглубокой. Коли ж узышло солнце, и они завяли за того, что не имели корней, и засохли. Иншее зерня упало у терни, и выросли терни, и заглушили их. А еще иншее упало на добрую землю, и принесло плен, одно у 100 разов, другое у 60, а іншая у 30. Хто має вуші, нехай слухає. Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Може на сам початок, каб адгукнуцца на гэтае слово Божие, якое мы сёння пачулі, нехай кожны сам сабе у сумленні адкаже на пытанне, чи ведаю, про што было першае чытанне. Не, може лепей другое слухаў, може яно мне яксьці больш да сэрца прыпала, чи я мог бы у некалькіх словах расказаць пра яго. Да чаго я это гавару? Таму што сённяшняе Слово Божие, якое Иисус Христос кидал нам все хлеб. И калісьці хтосьці правёў такі эксперимент, сапраўды пасля адной из іншоў, ксёндз вышел перед касцём и пытал, чи ведаеш, про што читание было, чи не ведаеш. Але чисто суммарно, эффектно спорите. 3/4 недели. 3/4 недели. Але слухали, хтосьці пригожа прочитал, хтосьці пригожа сказал, але прийшло. І надарем на гэтыя словы, хто мае вуши, нехай слухає. Хто з вас сьогодні мене не чує рукаву? Как бы тут крутых внимания пришло. Ну, может, кто-то глуховатый, но такие как полностью царком не чуть меня. Ну, понимаете, я так меркую. Тому Иисус Христос як духовен это слово. А вот кто має уши, нехай слухає. Не до нас. Как мы захотели почуть это Божье слово. Ось целая Евангелие, якую Иисус Христос сегодня рассказал. Конечно, я прочитал короткую версию, даже 3 частки этой Евангелия, я прочитал одну третью. А еще можно, настолько делиться это читание. Чему я не читал долгой версии? Ну, потому что Иисус Христос будет тлумачить. Костел дозволяет сегодня прочитать коротейшую. А я прочитал коротейшую, потому чтобы как можно было разрыхлить эту глебу. Сегодня хочу трошки так плуго проехать про вашу глебу, яку з'являється серце. Как бы, коли разрыхлим, потом, конечно, баранами проедем, тогда можно засевать зерно. Будет мягкая земля, и тогда больше выйдет. Вот перекинем на такую твердую, там якісь отсоток узрите, а все не происходит зерня. А и коли мягкую глебу трапить, это добро. Я только на наших слове Божьем, на наших казаниях пробую разрыхлить это Слово Божие.
гэтае зерне, яно трапіла на добрае ўражайнае зямлю. І можа першыя словы: у той дзень Езус выйшаў з дому і сеў каля мора. Да чаго это падобны вобраз? Як бы яго вытлумачыць? Навошта евангеліст нам падае такія словы? Я сказаў, калісьці у Євангелії нема одной кропкі, якая просто так поставлена, одной літери, якая просто так записана. Ні. Яна штосьці абазначае. Гэта можа выйсце Езуса Христа над мора падобна мае надзею, што да кожнага святара, які учора, альбо ў пятніцу, альбо можа ў аўторнік, альбо ў суботу, ужо ў панядзельнік адчыніў Божае Слово на нядзелю, сеў і падумаў, пра што тут это сказаць, які спосаб людзям данесці, каб яны яшчэ больш былі заінтарэсованыя, каб гэтае зерно, якое кідае касцёл Слова Божым, яно дзесьці там узрастала пацёнку, кілкавала і калісьці ў будучым, можа не адразу, але прынесла плён абвіты, які тут гаворыць 30, 60 альбо 100 кротнее, скажа евангеліста Матвей. Такого мы прочитаем. І гэта і ёсць падобна. Езус Христос выйшаў і думаў правдападобна, в які спосаб людзям вытлумачыць альбо пераканаць іх аб тым, аб чым я абвяшчаю, чым аб валадарстве небесным. Чаму? Бо Езус Христос прыйшоў да народу, які жыве у старым заповеці. У старым заповеці чакалася на Месію, а ўжо Езус Христос ёсць, в які спосаб паказаць, што ўжо вось валадарства небеснае прыйшло да вас. Выцягніце руку і скажыце, гэта можна сказаць, як бы кагосьці пераканаць, хто, напрыклад, музыку хуткую такую, рок альбо попсу слухае, такія та-ля-ля-ля-ля-ля, і любіць гэтыя рытмы. Пераканаць кого-нибудь, каб хто-нибудь начал слухаць музыку классическую, Баха, Моцарта, Бетховена якогосьці. Які спосіб йому передати його заінтересувати? Послухайте, там грають якісь скрипці, або там гучна віолончеля, або якісь трусінки, послухайте лінію мелодичну. Хтось їм сказав, ну так, пригожа, але це не то. Я як сподорожничаю, так, зазвичай їжджу без музики, не слухаю музики. Але коли приходить момент, що мені так починає клонить ко сну, и я кудись тороплюсь, как приехать, я вдруг начинаю включать хорошую ритмику музычную, голосно, как навіть музыку такую, якую знаешь, подпевываем, потому что я припоминать, дякуючи этому, человек начинает брать, побуждается, еще уехать час, два, а может еще навіть и сотни километров проехать, в зависимости, какая усталость организма. А когда я включил музыку классическую, так это приспешило мою реакцию, когда я уже зашел в сон. Так что это так. Як когось переконати? Єсус Христос так само сидів на березі і роздумав. Як нас переконати, як ми ще намного хотіли відчинити своє вухо? Бо не даремно сьогодні говорить, хто має вуші, нехай слухає. А ми всі маємо вуші. Але чи ми хочемо почути те, що звучить? Ми можемо почути пригожу форму, пригоже, може, навіть казання, воно буде складане, воно буде співче, може бути, як вірш гучать, так само пригоже. Ми тим захитимося, але хтось так пригоже говорить. Аж подобалося слухати, а про що говориш? Але він уміє говорити. Таким, хто почув, не мав слова, не відчинив своє вухо. Був, наприклад, святий Августин. Був добрим риториком, добрим мовцем, агностиком. Агностик – той, хто говорить проти Бога, навчав. Хто приходив і слухав Августина, навіть не дали Бога. Бо так моцно і переконав, що говорив Августин. І в певному моменті Августин сам прийшов і послухав одного із християнських промовців. І під впливом його, коли почув ці слова, вышел, сам напишет в своих изнаниях, кто не читал, напомню, на русской мове есть русская нема, на польской я читал, вот это была образцовая литература, не в семинарии, а на университете, где я учился. Але на легко читал, сидели худко, под несколько ночей не проспал, и была прочитана целое издание. Пригоже, легко читается, это сразу дают отказ. И там написано, что Августин, когда послухал, слезы сами полились от очей. Не христианам. Не боится про это писать. Чему? Бо человек, когда навертается, то я уже не святая упала. И под впливом того, что почув, вышел в огород, в огороде в саде, там
нашел Святое Писание, и было отчинено на уривку, не в пьянстве и гулянстве, але в тишине. Вот. И больше пишет, мне не треба было читать. Я зрозумів, що гэтае слово Бог промовив для мене. Зрозумів, що я своє життя вел не такое, як у гулянках і п'янстві. І зрозумів, що це так главное Христос промовив для мене. І від того моменту, от той самої секунди, не завтра, не через годину, не через минуту, а тую самую секунду я постановил изменить свое життя. Пока я постановляю, что потом через завтра, это завтра, кто сказал, устаю с разницы, я говорю, что от завтра, мне написал в стене, от завтра буду худеть. Встаю, открываю очи, скажу, от завтра буду силы. Дякую, Пане Боже, что еще не завтра настало, и снова все. И все завтра, и завтра, и не худею. Только цікаво. Надпись можна, і постанова тоже хорошая, але ідея зачекати на завтра тяжко, завтра може ніколи не настати. Августин сказал, от той самой секунды я постановил, что не буду уже так больше поступать. Это слово, яке я почув. Але как это отбылось, мы повинны отчелиться, однако я вам скажу, про что вот пишешь, потому что вы заправды не ведаете, потом будете один того пытаться. Я надеюсь, что ведаете, что добре почули. А мы вельми часто приходим только наши розные турботы и тяжкости, уже заправды конец недели, конец выходных, то есть уже сидит, думая, что завтра на праце будет, какие там обовязки, что от нас будет требовать, что нам треба будет сделать, и так далее, и так далее. И уже на это уже так, мы так себе уже раздумаем часами у праці, часами хтось думає, що буде у храму купить, що зробить з'їсти на вечеру, і так далі, і так далі. Замість того, як читає, хтось сказав, добрий час подумати, що завтра зробиться этого. Читаю все на себе, я потом, когда надо будет, уже прочитаю. А так то, и мы отключаемся. И сегодня пророк Исаия говорит, я не буду читать, коротко читаю, продолжаю. Так скажет вам, подобно як дождь и снег падая с неба, и туды не вертается. Вам теперь рассказываю, прочитал. Только никаких слов. Подобно дождь и снег. Як падают с неба, и туды не вертается. Что я хотел написать? Я так задумался и начал шукать в Святом Писании. И когда отчиняешь текст оригинальный, габрайский, пророка Исаия, то там написано трошки иначе. Когда ты дословно читаешь, там, где написано, когда дождь на початку сыходит с неба, дождь, нема дождь и снег. Только потом будет, когда снег спускается с неба. Потому что слово «яра», что оно означает, так само можно сказать «яра», czyli дождь сыходит, як Дух Святый. Разумеете, то же самое слово будет ужито, которое было ужито при священновании Найсвятейшей Панни Марии. Так чим з'являється цей дождь? Як не дає життя, і він з'являється тим, що заплодняє землю. І тут автор, пророк Исаия, говорить, чим з'являється Слово Божие. И оно заходит як дождь, который хочет нам заплотнить, как мы принесли плену в своим житті. Але это от нас залежит, чи ми отчиним наши руки и почуем. И далее ужито это слово «снег». Я шукав гэты снег і знайшов його у книгі Зыходу. У книгі Зыходу, коли народ вибраний вандровал раз пустыню, почув голод, почав нарекать до Моисея на Бога. Моисей пошел, и, як пам'ятаємо, на границі, коли народ будився, ладно, там перший обудився народ, і манна покрила пустыню. Написано, ніби сніг. Понимаете такое? Ніби сніг. И пророк Исаия вертается до этого снега, что этот снег является ежем. Вот это является Слово Божие, по нему можно насытиться. Можно навести отказы. А не коли человек может насытиться этим Словом Божьим? Только в одном выпадку. В одном. Где тогда, коли мы насыщены, коли мы есть и не хочем? Коли мы что-то уже наелись, там не хочем есть. Можем поглядеть на это, сказать, да, это цікаве. Может, там что-то новенькое, пройдитесь и присмотреть, что мы так уже к себе кто-то сказал, вопнул бы, а не будешь никуда. А не коли голодные. Я не первый раз тут повторяю, что мы наилепее, наша молитва, и наилепее мы можем слухать Божие Слово и приходить и шукать до Бога Бога только тогда, когда мы терпим яку истине стачу. Так, як ми сьогодні прочитали у другим читанні, сам Павел сказав,
что у стогны, у пакуте, только человек у пакуте может насытиться. Когда мы отчуваем голод, когда мы не ели день, два, пять, тогда мы отчуваем голод, тогда нам хочется, шукаем этой ежи. И только тогда мы можем почувствовать это слово и можем насытиться. Якимсь несчастье наше, якое нам приходит, и оно нам по-другому до нас промовляет. И оно так само насичає. Тому такий дощ і сніг, це з'являється символ Слова Божого, який Бог до нас посилає. І це зерня, яке сьогодні падає, почули, куди упало більше? На дорогу. Ходимо дорогами нашого життя кожен день. Идем на працу, с працы вертаемся. Это наша дорога. Идем в храм, с храма вертаемся. Идем по детей, в детский сад, с детского сада вертаемся. У школу, за школу и так далее, и так далее. Наши дороги. Что дёрно это? И это Слово Божие, оно там так само есть. Пан Бог сеє. У різних знаках, у різних людях, які спотикають. І оно може його хтось потоптати, а ми так само можемо в нашому житті зрости. І дати плод. И он так само падает там, где терния, но там могут прилететь так само птушки, что темная справа выклевывают это Слово Божие. И кем мы сегодня насыщаемся, мы здесь там забудем про закисти мома. Когда в нашем житті буде нам добре поводиться, когда мы здесь будем бачить, что нам и без Бога добре живется, так это Слово Божие, это птушки, это справа наши идем. И оно не приносит плода туда. Бо мы сами собираем, мы сами умеем, мы сами можем, мы сами на себе сподеемся 10 на Бога. И в этой тернии часами заглушаются, а не Пан Иисус говорит, что им надо там сеять нельзя. Но там узрите так само выжатых, розных турботу нашего сучасного света. Как дать нам надею, дать нам житё незвичайное, а житё вечное. Просим за тем, браты и сестры, как мы в нашем житті умели слухать Божье Слово, принимать его. Може не розуміти, бо не обов'язково чоловік розуміє, як це там кілкує, так може. Науково ми відаємо, а як там все докладно це відбувається, так собі. Але воно змістає і дає нам плон, з якого ми можемо споживати. Так само Слово Боже, не обов'язково розуміти всього, але коли ми його почуємо, в певному моменті, воно так само зросте. І воно нам дасть плон. І може без зрозуміння, але ми зрозуміємо, що Бог до нас промовив і дав нам отказ на тое, альбо другое питання, а може вирішив тую, альбо другу справу, над якою ми вже роздумуємо декілька тижнів, а може десятків років. Амен. Вірувати на Бога і там себе Отце неба и земли, всего вашего имя вашего, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, светлого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не спорного, одиносутного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжован так само за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похован, и на третий день воскрес по воле Писания, и взошел на небо, сядись праворуч Отца, и знов придя в хвале, судить живых и померлых, и его благодарству не будет конца. Верю в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом з Зайцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовляв раз пророку, веру в один святый католицкий апостольский костел, вызнаю один крест для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Да, Бога Отца, якому мы вызнали нашу веру, с доверием вознесем супольные молитвы и просьбы за святый костел, как Иван показывал свету, собрал бы сенс Христового учения. Тебя просим. Выслухай нас, Пане.
Святого Отця, а так само за всіх біскупів, презбітерів, Бог освячав і уманцовував їх у обвіщенні Євангелія. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. За тих, хто не приймає Христа, як вони повірили у Його і знайшли у Його ученні відкази на питання, які їх непокоять. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. За тих, хто опинився у тяжкім матеріальним чи духовним становищі, як вони отримали доброзичливу, безкорисливу допомогу від родних і сябров. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. За наших близьких померлих, за добрий спосіб, за Аяхнович Франтішку і Мар'яна, Садовський Миколай, а так само Лагун Роман. Як добрий милосердний Пан пробачив їм провини і прийняв у супольність усіх святих. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников, гэта и наисвятейшая хвяра, как сегодняшняя встреча с Христом наполнила нас радостью и спокоем. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Просим Тебя, Пане, выслухай наши молитвы и наполни нас дарами Твоей безмежной любви, праз Христа, Пана нашего. Аминь. Дякую, Пане мой, все мое життя. І теперь рахуй назавжди, это мое сердце погляди, ты любовь моя, одиная. Тебе оплярую, Пане мой, все мое життя, і теперь назавжди, это мое сердце погляди, ты любовь моя, одиная. Молитесь, как мою и вашу яхвяру принял Бог, Отец и Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоїх на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Милосердный Боже, глянь ласкаво на дары своего костела, верлению, духовный посила для Твоих верных, а примаючи его и возрастали в святости и праз Христа Пана нашего. Аминь. Аминь. С вами. И с Духом Твоим. Укору сердце. Узноси Пана. Подякуем Пану Богу нашему. За правды годна гэта и справедлива, слушна и благоверна, как мы завсёды и всюды Тебе складаем подяку. Пане святый Вовича, всемогутный вечный Боже, праз Христа Пана нашего, Бо з літості до грешного человечества народився з Панни Марии, праз свою муку на крижі визволив нас от вечной смерти, а праз свое з мертвых повстание дав нам вечное життя. Тому з ангелами, архангелами, з усіми святими мы обвещаем Твою хвалу, разом с ними ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Осанна на вышинях. За правды Божа, Ты
Господи святый, крыница усялякой святости, тому в едности з усім Костелом, в перший день тыдня, когда Иисус Христос воскрес и спаслал на апостола Духа Святого, праз Христа просим Тебе, всемогутный Бога. Освети эти дары росою Духа Твоего, как они стались для нас, телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно вдал себе на руки, взял хлеб и, подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynom po wieczery uzjął kielich, znów Tobie podziaku składając, podał swoim uczniom, każuszy: «Берите и пейте з яго все, бо гэта ёсць кielich крыві маёй новага і вечнага заповеду, якая за вас і за многіх будзе пролита дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего преступления. Wspominający śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękujący, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, как усіх нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеян по всем свете, удосконаливал любовью и разом с Папом нашим Львом, Біскупом нашим Юзефом и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які посмотрел надеи на воскрешение, и про всех, кто власти Твоей обошел з этого свету и дозволил убачить святло обличия Твоего. Просим Тебя, змилуйся над всеми нами, как мы заслужили удел в житии вечном, в едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Евранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, благословленным Браниславом Маркевичем, сестрой Фаустиной Святой и всеми святыми, которые с веку подавались Тебе, какими мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Божа, Ojcze Всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся, дай за небесного, як нас научил Иисус Христос, Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от зла. Просим Тебе, Пане, избав нас от всякого злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были за все вольны от греху, и закованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и прища Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью.
які живеш і владаєш на віки вічні. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближньому знак супокою. Боже, я тебя грешно всякий, какие свету, смилуйся над нами, бараку Божий, я тебя грешно всякий, какие свету, смилуйся над нами, бараку Божий, я тебя грешно всякий, грехи свету, одари нас упокоем. Будь бараnek Божий, будь той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечер ягоную. Аминь. Я не вартой, как ты вошел до меня, а я скажи только слово, не будь оздоровлена душа моя. Будь прославленный повсюду костёла, Бог нам безмерно ты полюбил нас, безмерно ты полюбил нас. Ты хлеб помножил на пустыне ложа, как душа худа, небо силы имели. Ты мать стал пантроником голодный, для тех, что вечно быть с тобой хотели. Пане добрый хлеб, будь прославленный повсюдным костёлом. Вот так беспечно ты полюбил нас, безмерно ты полюбил нас. В Его настало, радуются люди, соспела нива, пахнет свежим хлебом. Царь алтаров, зягнется наша будет, а хлеб коммуняй, ты, кто правней неба. Пане добрый хлеб, будь прославленный повсюдным костёлом. Вот там безмерно ты полюбил нас, безмерно ты полюбил нас. Ты нас своим назовешься нами, хранимый злой, что ты забодал нам, что ж без тебя пшениц мы можем понять. Вот ты для нас жизнь и спасение, Пане добрый хлеб, будь прославленный повсюдным костёлом. Вот там безмерно
безмежно ты полюбил. Ты напиши, отдавши все за грешный, а сам застався хлебом у святыня. Для нас открыто сердце Твое вечно, бо як детей Ты, Боже, полюбил нас. Пане добрый хлеб, будь прославленный во всюдных костелах. Бог так безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. Иисусе, Ты мои, радость славления мне открыл, с огнями не трени целас. Будь прославленный, Боже наш, что я сердечный не смогу, как показать любовь мою, волю Твою завжди примать, и сердце чистым заховать. Езу, не покидай меня, моя душа тобой живет, участь терпения поможи, вытривать у Твоей любви. Участь терпения поможи, вытривать у Твоей любви. Молимся. Умацованные Твоими дарами просим Тебя, Божа, как дякуючи уділу критим сакраменте, у нас узрастав клен збавлення, раз Христа Пана нашого. Аминь. Objawy 15 lipia w środu uspamięć świętego Benewenturi, biskupa i doktora Kościoła, 16 uspamięć Świętejszej Panny Maryi z Góry Karmel. Наступная неделя, третья неделя месяца инвестиционные ахвяры, предназначенные на будову, уже теперь щиро дякую за вашу ахвярность. 19 липня, это наступная неделя, после каждой святой мши отбудется благословление транспортных сродков с нагоды успомину Святого Крыштова. Каждый день в нашей каплице триває операция Пана Иисуса в Найсвятейшем Сакраменте. Дякуем за ахвярование на будову, за супольную и индивидуальную молитву, за спеву праву литургичную прибирание каплицы и тем, кто дежурил. Помолимся за тех, кто на этом тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народів дітей, за добродію охиратавців нашої парафії, так само нової добродії керівництва санктуарія Божої милосердності і за нас, кожного доручаючи особу опеці Маті Божої Твоєї обороні отдаємося. Святая Богородица, в наших потребах не погорчай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсюди. Анна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, що ви єсть, що приходите. Дякую Богу за кожного з вас. Радоваться треба. Половина лета вже скоро мине. Треба скористатися этого часу. Отпочить. Написано в Святом Писании, Пан Иисус сам скажет, идите трохи и отпочните, апостол Ангелец. Это отпочинок належится и приналежится, как есть обязанностью, а не правильный отпочинок, конечно, по-видовой.
Примите Божие благословение, нехай нас наполнится правдой, радостью и спокоем. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай нас благословляет Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в спокое Христа. Дякуємо Пану Богу. Святый Архангел Михаил, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастор Слова Духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла Шатана і інших злих духов, які нас благодушнують по світі. за наших близких померлых, за померлых Франтишку, Майдана, Николая, а так само Романа, Анюканский звездовал Панне Марии. І зашла Духа Святого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Марія, Мати Божия, молися за нас грешних, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Божья слуга Панская. Нехай не станется погоды Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Марія, Мати Божия, молися за нас грешних, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. А слово сталося телом. И поселилась между нами. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Марія, Мати Божия, молися за нас грешних, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Молися за нас, Святая Богородица. Остались негодными описанием Христова. Молимся, всемогутный, вечный Боже, просим Тебя, вли в наше сердце Твою ласку, как мы, познавши прозорельское звествование, уцеловения Христуса, Твоего Сына, прозмук Его и крышку и доведенные так хвалы у воскрешения, праз Христа, Пана нашего, слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Я была веку теперь за всеми и на веки вечные. Аминь. Добрый Езо наш Пане, Дай вечность нехай душа. отпочивают у супокои вечные. Аминь. Хвала, Благодари, великий Бог. Хвала, благодари, великий Бог. Днем и ночью, Боже, славлю я Тебе, и счастливый я, что Ты живешь во мне, и спеваю для Тебе одним хвалы. Со мною, Боже, Ты завжди, со